Вместо просьб о помощи и показаний свидетелей сегодня они слушают торжественные гимны Российской Федерации и Республики Башкортостан. И повод для этого самый, что ни на есть уважаемый – 100 лет органам внутренних дел России. А потому хоть ненадолго можно позабыть о выездах на место происшествия, погонях и задержаниях, а просто в праздничной обстановке отдохнуть и получить заслуженные награды. В своем поздравительном слове начальник отдела МВД России по городу Сибай Константин Котелевский отметил, что День полиции давно перерос рамки ведомственного праздника и на сегодняшний день является по-настоящему всенародным. С Днем работника органов внутренних дел сибайских полицейских поздравили и представители администрации. Сегодня вы работаете в новых условиях, когда во все сферы жизнедеятельности нашего общества внедряются информационные технологии. И мы уже говорим о цифровой экономике, когда все чаще правонарушения совершаются в виртуальном пространстве. Но несмотря на бурное развитие техники и технологий, главное в работе органов внутренних дел осталось неизменным – это профессионализм и мастерство сотрудников органов внутренних дел. В докладе заместителя главы города по экономике Наиля Халиуллина прозвучали и цифры. За 10 месяцев текущего года в Сибае совершено 945 преступлений. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но беспокойство вызывает рост тяжких и особо тяжких дел. Среди положительных моментов – рост общей раскрываемости преступлений. По завершению выступления состоялось награждение отличившихся полицейских почетными грамотами Совета городского округа. Среди них старший лейтенант внутренней службы Газинур Кутушев, старшина полиции Руслан Кусимов, старший лейтенант Альфида Бубакирова, лейтенант Ринат Каипкулов, старший лейтенант Артур Манапов, лейтенант Ринат Кельдибаев и старший лейтенант Гульфия Ихсанова. Конечно же, в этот праздничный день не забыли и про ветеранов органов внутренних дел. Почетные грамоты отдела и Совета ветеранов полиции были вручены Владимиру Борисовичу Макарову в связи с 50-летним юбилеем и Зуфару Ильтузаровичу Галееву в связи с 60-летним юбилеем. Ветераны отметили, нынешнее поколение полицейских с честью выполняет свой служебный долг. Для нас итог, для меня как для гражданина города, это то, что мы с вами ходим по городу спокойно, и они обеспечивают наш общественный порядок. То есть самое главное – спокойствие для горожан. И как уж они организуют борьбу с преступностью, да, это их служебная деятельность, я пожелаю им только в этом успехов. А так, я считаю, что от всей души сегодня надо поздравить прежде всего ветеранов и милиции, и полиции за их добросовестный труд, за то, что они своим трудом тоже нам обеспечивали правопорядок в городе и заботились о наших правах и свободах. А сотрудникам полиции тоже хочется поздравить и пожелать им удачи в службе, счастья в личной жизни и благополучия в семьях. Пусть трудятся на благо нашего города. В рамках празднования также были вручены медали МВД России и присвоены очередные специальные звания. 10 ноября 2017 года был подписан декрет о создании чрезвычайной комиссии. И с того момента прошло уже 100 лет, как образовались органы внутренних дел, пройдя путь от чрезвычайной комиссии и так далее до полиции. Сегодня мы празднуем эту дату. Отдел подошел с неплохими результатами к столетию, но об этом мы сегодня говорить не будем. Сегодня мы будем только поздравлять наш коллектив. Коллектив у нас большой, 220 человек по штату, практически полностью комплектованный. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь наш слаженный коллектив, дружный коллектив с этой прекрасной датой. Пожелать всем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успешной службы, реализации всех задумок, чтобы мечты все сбылись, и финансового благополучия. Также поздравляю нашу ветеранскую организацию, наших ветеранов, заслуживаемых, уважаемых. Желаю им крепкого здоровья, самое главное – долголетия. И хочу выразить им огромную признательность и благодарность за ту мудрость, за тот опыт, который они передают нашим молодым сотрудникам. К поздравлениям присоединяются Лиана Кириллова, Руслан Кравцов, Любовь Карпова и вся телекомпания СТВ.